Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Год назад, в ноябре 2022 года, по инициативе матерей военнослужащих, участников специальной военной операции, в стране создали Комитет семей воинов Отечества. В апреле 2023 года региональный штаб комитета появился и в Башкортостане. И сегодня у нас в студии руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан Эльвира Александровна Мацкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Эльвира, скажите, пожалуйста, штаб в Башкортостане работает уже больше 7 месяцев. А с чего все начиналось? Как вы понимали, на что нужно обратить свое внимание, на что направить усилия? Создание штаба вообще началось со встречи. На площадке «Единой России» была организована встреча с представителями членов семей, бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. Там мы в первый раз с девчонками, с мальчишками, как мы между собой себя называем, и познакомились, собственно. Когда мы поняли, что этот комитет действительно необходим в нашей республике, потому что он будет работать по принципу равный равному, когда человек не постесняется попросить помощи, когда не постесняется задать вопрос, который его интересует, мы поняли, что надо сформировать какой-то актив. В актив у нас вошло 10 человек, сейчас нас 9, потому что один из наших членов комитета ушел на специальную военную операцию в качестве добровольца. Все мы члены семей участников специальной военной операции. Это, Лян, так здорово. Вот смотри, люди объединились и работают на благо наших бойцов и на благо республики. Безусловно, но вот вы сказали, у вас 9 человек, а желающие могут примкнуть? Да, конечно. Смотрите, актив комитета – это 9 человек. Это те, кто выполняют задачи, которые стоят перед комитетом, выполняют все, работают на 3 направления деятельности комитета. Но у нас еще есть волонтерский состав комитета, куда могут войти любые желающие. Это на самом деле очень правильно, потому что когда возникает определенный запрос, очень необычный, например, интересный, да, когда ты не понимаешь, как действовать в той или иной ситуации, начинаешь выстраивать алгоритм действия, очень нужны люди, которые проходили эту ситуацию на практике. Когда начинаешь обращаться к этим людям и спрашиваешь, а что они сделали, они говорят, а можно вам помочь? Ну, конечно, можно. Поэтому они становятся нашими волонтерами. То есть вы постоянно работаете, правильно, взаимодействуете? Конечно. Мы работаем как такая же структура. Да? Мы общественная организация, но у нас такой же рабочий день, который длится 24 часа, а то и 25 часов в сутки. Мы работаем так же, как и все на работе. Наш день начинается с запросов, наш день начинается с каких-то проектов. У нас выстроены направления деятельности. Естественно, это все работает. Эльвира, ну вы уже сказали, что у вас общественная организация, которая ведет свою деятельность на безвозмездной основе. А что вот лично вас побуждает заниматься этим? Потому что это же, безусловно, отнимает очень много времени, потому что вопросов немало. Я часто про это думаю, что меня побудило в свое время взять руководство над комитетом. Вообще, что меня побудило сейчас работать с патриотическими проектами, что меня побуждает обрабатывать в день от 20 до 60 запросов, которые поступают. Мне кажется, я научилась за период СВО брать ответственность за себя и за других. И я научилась помогать по-настоящему, когда ты понимаешь, что твоя помощь, твое слово, твое действие принесет человеку результат. Вот у нас побольше вот таких людей в республике, и я уверен, с такими людьми близится успешное завершение специальной военной операции. Эльвира Александровна, расскажите, как ваш супруг? Он сейчас на передовой? Удается с ним связаться? Связь, конечно, редкая, сами мы прекрасно понимаем, где он находится. У меня мама каждый день мне утром пишет сообщение. Она говорит, ну что, как там муж? Я говорю, мам, ну он же не на курорте. Понимаете? Да, конечно, связаться удается. Очень рады хотя бы сообщениям. Звонки очень часто не проходят. Ну и в силу безопасности мой супруг понимает, что лучше не звонить. Да, сообщения проходят, все хорошо, мы на связи. Ждем успешного завершения специальной военной операции. Эльвира, а что вы вообще чувствовали, когда узнали новость, что ваш супруг собирается отправиться в зону СВО? Помните тот день, свои ощущения в тот момент? Помню, он ушел на СВО не с самого начала.
У меня в памяти запечатлелся тот момент. Мы еще до этого служили в другом регионе. Супруг как раз уехал, а То я... есть он у вас военный. Да, он военнослужащий, кадровый военнослужащий, а я последние полгода дорабатывала на работе и собиралась, собственно, переезжать через полгода в Башкирию. И я помню момент, когда он позвонил, говорит, ну все, ну как бы отправляют. Я говорю, да, все, хорошо. Но это было не в феврале, это было через пару месяцев после того, как началась СВО. Ну, мои чувства были нормальные. То есть вы, в принципе, были готовы к Я такому была к развитию этому событий? готова, я понимала, что он поедет, и он сам это понимает. Он же патриот своей страны, он служит армии, он служит людям. Конечно, никаких слез точно у меня не было. Ну, это, я думаю, самая правильная реакция. Настоящая жена боевого офицера. Региональный штаб комитета активно проводит патриотические мероприятия и мероприятия памяти. Одно из самых известных – это фотопроект «Жена героя». Давайте посмотрим. Евгения, жена офицера. Это звание она носит уже 14 лет, воспитывает детей, следит за домом, держит надежный тыл для супруга. На данный момент он несет службу в зоне СВО. Папа у нас командир роты, он у нас сапер действующий, сам работает со своими ребятами, он сам с ними выезжает на задачи. Женщина прекрасно знает, что такое ждать из командировок в горячих точках. Ее муж выполнял боевые задания в Сирии. Самое страшное для нее, когда прерывается связь с супругом. Но умение ждать – это самое главное отличие офицерских жен от других. Была ситуация, что у нас мужики месяц не выходили на связь, от слова совсем, ни смс-ок, ни звонков. И я решила собрать группу мужа, жен, всех вместе. И мы сидели просто тупо на телефоне друг с дружками, созванивались, списывались. Как-то вот им, видимо, так было легче, мне было спокойнее. Я жена командира, я должна их успокоить. Быть женой командира – очень непростая роль. Под ее ответственностью супруги бойцов роты ее мужа. Она нашла время и нашла силы сплотить нас с началом спецоперации. Сплотить жен военных, которые находятся сейчас с ее мужем рядом там. На этих снимках на плечах Евгения словно оберег военный китель мужа. Эти фотографии сделаны в рамках проекта «Жены героев». Зародился он в Самарской области, а поддержал его Владимир Путин. Теперь по всей стране создаются альбомы со снимками прекрасных женщин в кителях и платьях. Он защищает там других людей. Его китель защищает нас с девчонками здесь, успокаивает. У меня старшая дочь иногда берет китель, сидит в нем, медали перебирает. Младшей дочери рассказывает, что это, когда он это получил. Жена героя ждет заветные звонки от мужа неделями и, как никто другой, разделяет его выбор служить родине. Вот он для себя решил, что он защищает родину, а ты защищаешь его. То есть пока ты его защищаешь, он спокойно может защищать родину. Это проект «Своих не бросаем». Я напоминаю, что у нас в студии сегодня руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан Эльвира Мацкевич. Эльвира Александровна, вот в Башкортостане у нас женщины вообще охотно отвлекаются на проект «Жена героя». Да, мы начали проект в ноябре прошлого года, ровно год назад. Мне подруга из Самары, она скинула видеоролик. В Самаре зародился этот Где движение. зародился этот проект, как раз самое первое видео с Катей Колотовкиной. Она мне скинула, говорит, смотри, что у нас сделали девушки. Я так посмотрела, думаю, ну супер, мы же тоже это можем сделать, это классно. Я написала девчонкам, женам сослуживцев своего мужа, я говорю, девушки, давайте сделаем. Ну, как бы мы решили сначала не афишировать. Сделали, у нас собралось 9 девушек, мы сфотографировали и отправили письма нашим мужьям. Письма с фотографиями передали с ближайшим офицером, который поехал на передовую, и он отвез им такой новогодний подарок. Для них это было неожиданно и приятно. Я знаю, что до сих пор наши мужья вот здесь вот носят как бы фотографии своих жен, своих детей. Потом мы решили выложить видеоролик в сеть. И как-то так он распространился. И опять-таки вот нам поддержку большую оказали, и правительство оказало большую поддержку, и Министерство труда, семьи оказало нам большую поддержку. И, собственно, он стал распространяться. И я помню, когда мне позвонил
Алик Камалетдинов, он говорит, Советник главы да, республики. советник главы, он говорит, Эль, но этот проект, он должен жить. И он мне тогда сказал одну фразу. Ты, говорит, понимаешь, что этот проект одной съемкой не закончится. Он будет очень долгосрочным. И когда мы сделали первую съемку, уже такую официальную, я поняла, что он реально не закончится одной съемкой. Пошла вторая съемка, третья, начали А где присоединяться можно посмотреть муниципалитеты. сейчас? Это мобильная фотовыставка или У как? нас все фотографии, истории можно посмотреть на нашей странице ВКонтакте. Там девушки выкладывали свои истории, письма и фотографии. Также у нас выставки прошли уже в Нефтекамске, в Чешминском районе, и они там стоят, в картинных галереях, в музеях стоят выставки. И скоро у нас будет выставка в Уфе, такая большая, уже будет полноценное официальное открытие. Один из новых проектов, который вы запустили, «Свой разговор». Расскажите о нем поподробнее. Что такое «Свой разговор»? Это онлайн-проект, где 2 раза в месяц мы проводим консультацию со специалистами по различным темам. Например, первой темой у нас было посттравматическое расстройство. Мы мониторим наши обращения, так как обращений очень много, мы мониторим, например, за неделю, видим, что вот на этой неделе эта тема почему-то вызывает наибольший интерес или много вопросов. И начинаем по этой теме разбираться и приглашать специалистов. Например, у нас было очень много вопросов по санаторно-курортному лечению. Мы пригласили заместителя министра земельно-имущественных отношений и, собственно, провели с ним консультацию, где любой желающий мог получить ответ на свой вопрос. В режиме онлайн с любой точки республики подключаетесь и, ради бога, получаете ответы на свои вопросы. Но все-таки вот вкратце, если сказать, по каким темам к вам чаще всего обращаются и с какими темами вообще, в принципе, к вам можно прийти за помощью? С любыми темами. За помощью можно прийти за любой. Чаще всего обращаются, конечно, по льготам и по мерам поддержки. Все-таки надо помнить, что каждая льгота и каждая мера поддержки имеет заявительный характер. И именно поэтому вызывают иногда очень много вопросов. Это вот самая такая обширная, распространенная тема. Очень много вопросов юридических. И здесь у нас тоже есть свой юрист в комитете, он помогает, он сопровождает, и, соответственно, мы все это делаем. И психологические есть вопросы и про то, как поучаствовать, например, в том или ином проекте, как, например, собирать гуманитарную помощь. Очень много в последнее время звонят бабушки. Вот не знаю, почему такая тенденция, звонят бабушки и говорят, вот мы не можем, например, прийти, плести масс-сети или еще что-то. Что мы можем сделать дома? Расскажите, покажите, приедьте, заберите, мы сделаем. Да, здорово, что вся республика объединилась и помогает нашим парням и, соответственно, фронту. Скажите, пожалуйста, Эльвира Александровна, а за время работы регионального штаба не приходилось ли вам встречать людей, равнодушных? Приходилось. То есть... Мы же понимаем, что не все бывает хорошо. Да, были равнодушные люди, но поймите... А кого больше? Равнодушных или неравнодушных? Да, вот именно. Конечно, больше неравнодушных, больше тех, кто помогает. И мы все равно пытаемся. Я очень люблю фразу одну, я ее часто повторяю, что мы не можем заставить помогать или любить, но мы можем показать, как это делать, или прививать это. И когда ты показываешь, что ты делаешь, и когда ты транслируешь, тиражируешь, тогда неравнодушных людей становится больше. Большое спасибо за ваш ответ, за то, что пришли к нам в студию. И, конечно же, желаем вам успехов в вашем направлении, чтобы на вашем пути встречалось как можно больше неравнодушных людей. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.